Мы продолжаем. Это программа «День за днем». О своем собственном жилье, безусловно, мечтает каждый. Кто-то хочет свой дом в Сосновом Бору, а кто-то мечтает жить в уютной квартире с красивым видом из окна и приветливыми соседями. Для жителей ветхого и аварийного жилья в этом году власти республики предусмотрели очень серьезные меры по переселению. Более 60 тысяч якутян станут счастливыми обладателями новых комфортных квартир. Тем временем тем, кто мечтает купить новое жилье, возможно, придется пересмотреть свои планы, так как на рынке недвижимости грядут большие перемены, и часть застройщиков может просто прекратить свое существование и уйти с рынка. А оставшиеся строительные компании будут поднимать цены на возводимое жилье. Одна из главных причин этого – долевое строительство. Оно канет в лету, а на его замену приходит проектное финансирование. В июле прошлого года вступил в силу 214-й федеральный закон. Он ужесточил требования к застройщикам, которые будут привлекать средства дольщиков. Однако последствия ожидаются неоднозначные. Какие именно? Скажутся ли они на рынке недвижимости? И главное, сколько будет стоить квадратный метр жилья, расскажет Саргалана Захарова. Обманутых дольщиков больше не будет. Рынок недвижимости очистится от недобросовестных застройщиков. Такие результаты ожидают от внедрения проектного финансирования в стране. Оно придет на замену долевому строительству. Теперь привлекать средства граждан смогут только хорошо проверенные девелоперы. Ряд изменений в законе уже вступил в силу. Так, прежде чем начать заключать сделки с населением, строитель должен подтвердить свою состоятельность. Собственных средств у него должно быть не менее 10% от стоимости всего объекта. Кроме того, с каждого нового договора долевого участия он обязан отчислять 1,2% суммы договора в компенсационный фонд. В будущем, если проект потерпит фиаско, то эти средства гарантируют завершение работ и передачу квартир дольщикам. Еще условие – одно разрешение в одни руки, то есть параллельного строительства больше не будет. Компании бросят все средства и силы на один объект. А значит, дома будут возводиться быстрее. Растягивать строительство девелоперам станет крайне невыгодно. Однако нововведения вызвали неоднозначную реакцию в обществе. С одной стороны, участники строительства максимально защищены, с другой, будут ли теперь им по карману желанные квадраты. Мы предполагаем, что с 1 июля текущего года произойдет подорожание стоимости 1 квадратного метра. Примерно где-то на 20%. Причина – новые правила привлечения средств дольщиков. С 1 июля 214-й федеральный закон вступит в полную силу, в том числе и главный атрибут проектного финансирования – так называемые эскроу-счета. Эскроу-счета – это счет блокированный, куда могут поступать средства по договорам долевого участия, и застройщик их не может потратить до момента завершения строительства. Если деньги дольщиков строители больше не смогут использовать, то заменить их придется либо собственным капиталом, либо кредитными средствами. Во втором варианте проценты лягут на размер стоимости квадратного метра. Здесь по-другому строители не могут отреагировать, то есть цену сдерживать мы не сможем. Во-первых, потому что любой объект сейчас пойдет под проектное финансирование, это кредитование застройщика, это выплата процентов. В среднем сейчас это 12% годовых. Среднее проектное финансирование, которое сейчас выдается, и на которое заявки рассматриваются, это 3 года. Вот. Для застройщика это большая статья затрат, которая сказывается на его прибыли. Если крупные компании еще смогут подстроиться под новые правила, то мелким фирмам остаться на плаву будет сложно. Застройщиков станет в разы меньше, объемов строительства, соответственно, тоже. Но уже сегодня эксперты в сфере недвижимости наблюдают снижение спроса на первичку. Люди меньше стали покупать новостройку, так как цена на новостройки поднялась в этом году на 10%. Прошлой осенью мы наблюдали рост цены на 3%. Некоторые застройщики, которые вот только будут выставлять на продажу, есть прогнозы, что они будут выставлять на 95-100 тысяч за квадратный метр. Руководство республики и Минвосток развития России видят решение проблемы в отмене эскроу-счетов на Дальнем Востоке. Рассматриваем вопрос об адаптации 214 федерального закона для субъектов Дальнего Востока. Сгладить вот этот переход на эскроу-счета для субъектов или вообще исключить переход на эскроу-счета для того, чтобы
люди могли Дальнего Востока приобретать жилье, привлекать население на Дальний Восток. Другой вариант – снижение процентной ставки ипотечного кредитования. Однако пока и здесь наблюдается рост. В одном из интервью министр строительства России Владимир Якушев прокомментировал эту ситуацию. Решения Центрального банка по поднятию ключевой ставки, которые привели к росту ставок по ипотеке, были связаны с макроэкономической ситуацией. Но такие решения кратковременные. В ближайшее время прогнозируется снижение ставок. Если этого не произойдет и ситуация с кредитованием станет кардинально меняться в сторону увеличения ставок, то, конечно, мы будем искать способы поддержки жилищного строительства. Возможные последствия понимают и в федеральном правительстве, но в то же время осознают – увеличивать количество обманутых дольщиков дальше нельзя. Проектное финансирование сведет эти риски к нулю. Главное, чтобы покупательская способность вместе с этим не сошла на нет. Саргалана Захарова, Григорий Хлопков, Якутия. День за днем.